Как ты смотришь вот на то, что долгие годы там как бы Грузия шла в Евросоюз? Долгие годы, то есть заявляла о том, что ее конечная цель – это вступление в Евросоюз и так далее. Сейчас, в общем-то, может и в риторике что-то остается, но по действиям абсолютно как бы противоположные движения, да, то есть явно видно, что Грузия дистанцируется от Евросоюза, то есть есть большое охлаждение в отношениях между Брюсселем и Тбилиси. В этом контексте как это может сказаться на перспективах по грузино-абхазскому конфликту и так далее? Ну, я не знаю, мне трудно судить о настроениях всего общества или политических элит. Вернее, взгляд довольно искаженный у нас, в силу того, что мы извлекаем это впечатление из информационного пространства. Если говорить об информационном пространстве, то оно, конечно, никак не благоприятствует налаживанию наших отношений. Потому что, постоянно какие-то агрессивные нападки. Это эти старые, эти клише пропагандистские про пришлый народ, что там захватили, присвоили себе историю и так далее и тому подобное. До смешного доходит. Одна у нас была передача, одна с тобой передача была, и я попал случайно на двух комментаторов, они позиционируют себя, кстати, как проевропейские, но по риторике они националисты, конечно. А один задался вопросом: как ты думаешь, почему называется передача «Чегемская правда»? Не намекают ли они этим самым на свое северокавказское происхождение? Потому что в Кабарде-то есть Чегем. Но это совершенно... Может, они так шутят неудачно, или они или о полном невежестве говорит. Потому что, во-первых, Чегем есть и в Абхазии. Во-вторых, Сандро из Чегема это прям такое знаковое произведение. Автором его является абхазский писатель Фазыль Искандер, очень популярный в Абхазии. Поэтому, наверное, мне казалось, что естественно было бы для грузинских комментаторов немного знать об истории, культуре хотя бы современной Абхазии. Но с этим мы, кстати, большие проблемы. Сейчас эта теория Ингорокова, она все время всплывает. Ее, кстати, подхватили в научном сообществе, потому что это, видимо, приносит какие-то дивиденды. Но если говорить о классиках грузинской истории, иногда ты думаешь, может, люди знают о том, что писал о существовании Ивана Джавахишвили только благодаря тому, что он на банкноте в 5 лари изображен. Но надо же почитать его труды, которые касаются и этногенеза Кавказа, и грузин, и истории Грузии. Это же совершенно будет тогда отличное впечатление от того, что насаждается в обществе. Как мне говорят, и в школах подобные вещи преподают. То есть о чем это может говорить? Это может говорить о том, что грузинские элиты и люди, которые формируют общественные дискурсы информационные, они не нацелены на примирение какое-то, на разрешение проблем, существующих между абхазами и грузинами, они старые, эти проблемы, а на реванш. То есть в случае удобного какого-то изменения для Грузии ситуации, это общество очень легко возбудить на какие-то силовые действия. Потому что идеологическая картина таким образом формируется. Это, мне кажется, это понятно, что это для нас угроза. Мы это должны оценивать как потенциальную угрозу. Но это угроза и для самой Грузии. Понятно, что мы малочисленный относительно грузин народ, но и грузины не в блестящем положении находятся.
У них и серьезные геополитические проблемы, демографические проблемы очень серьезные, окружение очень тяжелое. То есть проблемы существуют и с выживанием, собственно, грузинской нации. Поэтому, мне кажется, у нее нет ресурсов, чтобы готовиться к каким-то вот подобного рода действиям. Поэтому, я еще раз говорю, может, это мое впечатление почерпнуто из вот этих комментариев, которые сопровождают всякую передачу. Даже до смешного доходит. Какую-то абхазскую танцевальную группу показывают. В интернете вижу 500 комментариев, 300 комментариев. Думаю, а что там комментировать? Ну, люди танцуют. Читаешь, когда это абхазы танцевали? Это их научили танцевать Сухишвили, Рамишвили. Ну, слушай, Сухишвили, Рамишвили, они гигантскую роль вообще сыграли в хореографии кавказских танцев. Но ведь надо же понимать, что получается, до Сухишвили, Рамишвили абхазцы не танцевали. Во-первых, об истоках, если говорить, где учились Сухишвили, Рамишвили, Чабукиани. Посмотрите, кто их учитель. Это Мария Перини, итальянка, родом из Турина, которая танцевала в Тифлисской опере, создала школу балетную. Неужели мы думаем, что наши предки вот так на досках танцевали? Это надо было в травмпункт сразу ехать после таких танцев, не на подготовленной поверхности. То есть, какой-то это говорит о высоком градусе, во-первых, национализма, во-вторых, таком национальном высокомерии. Да, с таких позиций очень трудно разговаривать, потому что там же рационального ничего не будет. Потому что, может, один дурак задаст столько вопросов, что 100 мудрецов не ответят. Вот мне кажется, с этим должна работать грузинская интеллектуальная политическая элита, с этими дискурсами, если они думают о дальнейшей перспективе. Но у них, при том, что они, в общем-то, все время говорят о своих намерениях там, решить мирным образом конфликт существующий, тем не менее, там с абхазцами, с властями Абхазии они не собираются говорить. Я как понял, у них вся надежда на Москву, на то, что вот им удастся через Москву как-то вот этот вопрос решить. Это же мы уже много раз говорили, это уже проверенный, кстати, путь. Во-первых, Москва, она же бывшая не бывшим не сделает, потому что уже пройден большой путь во взаимоотношениях Абхазии и России. И так просто это все перечеркнуто не будет. Вот. Единственное, о чем можно говорить, я считаю, это о вопросах, которые представляют взаимный интерес. Это вот мы все время говорим про, допустим, транзит, торговлю. Это вопрос стратегии на Кавказе. Вот здесь существуют какие-то модели, которые могли бы быть применены. А тогда уж когда это все, если вдруг заработает, это, естественно, повлияет на экономику, на контекст повлияет. Естественно, приведет это, конечно, и к охлаждению вот этого эмоционального накала, который существует в взаимоотношениях между абхазами и грузинами. Вот. Поэтому это со всех сторон было бы выгодно. Вот. Но мы сейчас видим, что процесс продолжается, кстати. Вот сегодня, по-моему, я прочитал, что Азербайджан разрешил транзит через свою территорию грузов на направлении Армении. То есть это же мы привыкли уже там, что там такие вот новости идут, да, позитивное налаживание отношений между этими двумя странами. Вот. Но это еще вот один шаг. И актуальность повышается, разблокирование коммуникаций здесь. Здесь модели можно найти всегда. Но если начинать с вопросов, допустим, 2 века нашей эры, 16 века, вот. Кстати, вот они говорят, что абхазцы с гор спустились в 16 веке. Уже 500 лет прошло
Нет, в 17. В 17 400. Да. Америка сколько существует? Да, да, хорошо. Вот. То есть это вот эти все вопросы, их нужно оставить ученым, заниматься прагматическими делами, вот, которые в интересах и Абхазии, и Грузии, и других игроков, которые имеют интерес в регионе. Ну вот этот сейчас, тем не менее, вот я вот последнее время наблюдаю в абхазских соцсетях, очень активно говорится о том, что на границе, на Ингуре, с абхазской стороны фактически уже построен терминал, готовый там для как бы принятия грузов. Насколько вообще это реально? Я не думаю, что вот терминал просто без какой-то... Надежды, видимо, какие-то были у каких-то, наверное, бизнес-кругов или что-то. Мне кажется, что время просто уходит. Вот, когда, может, это и не понадобится. Вот, потому что дорога ложка к обеду. Если коммуникационная сеть Южного Кавказа развернется в восточном направлении, ну, потом интереса будет гораздо меньше. Потому что это серьезные инвестиции. Это не $1 миллион. Ну, господи, это же так просто легко тоже транзит. Даже если все политические проблемы будут сняты между Абхазией и Грузией, вот, это гигантский вопрос экономический. Кто инвестирует, на каких условиях, что нужно. У нас вот, допустим, в советские годы строили объездную шоссейную дорогу, но там стоят недостроенные циклопические сооружения. Это, я представляю, какие предполагались капитальные вложения в это дело. Сейчас это же ни Абхазия, ни Грузия такие траты не потянут. Это должен быть какой-то внешний инвестор, который заинтересован в эксплуатации этой магистрали через нашу территорию. То же самое, наверное, железное, это более легкий считается вариант, но туда тоже нужны инвестиции. Так что, мне кажется, абхазским властям тоже нужно в этом смысле проявлять инициативу, в том числе в публичной сфере. Они должны говорить, как они видят свое участие в этом процессе. Потому что официальная позиция абхазских властей на этот счет, она неизвестна. Может, она существует как-то кулуарно, но публично она не озвучена. А это нужно озвучить. На каких условиях абхазская сторона готова с этим вопросом работать. Или, может, она вообще не готова, мы не знаем тоже, мы просто говорим. Вот пока вот все так висит в воздухе.